принципе, некая такая команда, которая уже друг с другом работает, да, и сделаем вот наше сегодняшнее мероприятие. До часа мы должны с вами проговорить, куда нам двигаться, как вообще взращивать кадры, и сделаем такую некую дружескую атмосферную среду, когда каждый, независимо от того, в какой он должности сидит, где он локально в данном моменте находится, мы должны подумать над тем, каким образом сделать так, чтобы наши кадры, наши дети, ну, под детьми там подразумевается дошколята, начальные классы, студенты, молодежь, видели себя как кадры. Хорошо. И для приветствия мы сегодня будем двигаться следующим образом. У нас сценарный план такой, что я сейчас вас всех поприветствую. Давайте еще 3 минуты подождем, пока все подключатся, и расскажу немножко про работу кружкового движения НТИ, что оно собой представляет, и в данной повестке про деятельность штаба кружкового движения НТИ, и почему вообще вот функционирует штаб, кто в команде, и зачем, какую траекторию развития мы выбрали, когда думали над стратегией работы штаба, да? Для этого очень важно, чтобы вы, те, кто вот редеет за то, чтобы было развитие, те, кто реально двигает и двигается в сфере образования, послушали, поговорили, да, и дали нам советы, возможно, да, чтобы мы, как держатели штаба, проговорили дальнейший ход работы, чтобы не было такого, что недопонимание и так далее, да, вот Нургиана Решетникова, я вижу, вы подключились, хорошо. У нас сегодня по сценарию 4 выступления: Варвары Альбертовны, Лилии Михайловны, Ольги Семеновны и Ирины Хлопковой, Ирины Ивановны, для того, чтобы они рассказали немножко о том, вообще, куда двигается НТИ и как мы будем дальше строить работу с кадрами, для того, чтобы у нас все те рынки, которые должны осуществляться по стратегии, да, а мы, как кузница кадров, как люди, которые обеспечивают образование, развитие детей, подумали, правильно ли мы двигаемся и правильно ли мы работаем, в связке друг с другом. Здесь сегодня вот в зале, да, вас, наверное, мало, но так и должно было быть на самом деле. Подключаются те, кто вас мало, но вы все в тельняшке. Я немножко сейчас про информацию сделаю, про смысл и замысел образования штаба кружкового движения НТИ в Республике Саха-Якутия. Вообще кружковое движение НТИ – это история. Здесь Семен есть. Семен, я попрошу, пожалуйста, поработать залом ожидания, потому что у нас тут наши гости сидят. Давайте, надо их запустить. Василий Климович, я вас приветствую. В общем, приветствую всех. Давайте начнем. Замысел. Вообще кружковое движение НТИ, все подразумевают, что это дополнительное образование. Почему-то все думают, что кружковое движение в целом это, наверное, история про юных якутян, про кружки в школе, да, про то, что есть дети, и у них есть дополнительное образование. Ну, да, конечно, на самом деле это правильно, но с точки зрения стратегии кружковое движение – это история про кадры, про то, как мы с вами должны видеть в каждом подрастающем ребенке, начиная с детского сада, кадр. То есть каким образом мы должны продумать стратегию, чтобы у нас кадры, дети, которых мы выращиваем, дошли до уровня, чтобы обеспечить новую экономику. Что такое новая экономика? Да? Давайте дадим понятие новой экономики. Это экономика, которая обеспечивает хорошую, достаточную, самодостаточную, обеспеченную, благополучную жизнь нашего каждого гражданина. И давайте подумаем на тему, на сегодняшний момент, все ли мы делаем для того, чтобы каждый гражданин непосредственно от того, где он живет, благополучен и доволен ли своей жизнью. И в прошлом году, когда мы, как люди стратегии с новаторским мышлением, начали думать, где немножко, может быть, есть моменты, когда мы что-то упускаем, когда мы что-то, возможно, не доглядываем, да,
решили поездить и посмотреть, где по республике сидят те люди, которые выпускают хорошие кадры. И точка кипения– это как штаб. При точке кипения в прошлом году был создан штаб кружкового движения НТИ. И мы должны помогать вот государству, да, системе образования, каждому гражданину непосредственно от того, где он сидит, какую должность занимает, развиваться, чтобы у нас были кадры с новаторским мышлением, чтобы каждый ребенок задумывался, куда мне использовать те навыки, компетенции, образование, которые мне сегодня на данный момент дают мои учителя. Чтобы у ребенка было понимание того, что зачем мне изучать математику, зачем мне сдавать ЕГЭ, потому что не смысл же образования в том, чтобы сдать ЕГЭ или ОГЭ там на хороший балл, а смысл в том, чтобы вот это образование фундаментальное, потому что без фундаментального знания, без экспертизы по тем или иным предметам мы, конечно, не будем хорошим кадром, да? Поэтому кружковое движение – это люди, это сообщество, которые делают все для того, чтобы у ребенка своими знаниями, своей экспертностью, своими компетенциями, опытами, навыками делают все для того, чтобы у ребенка, прежде всего кадра, воспиталось, формировалось новое мышление, для того, чтобы он готовил себя к тому или иному рынку, потому что НТИ – это рынки. И сейчас, вот думали, это лет через 5 такое произойдет, что мы там лет через 5 будем работать командами, пандемия, и вот события, да, показали то, что никто не может повлиять на ситуацию на самом деле, и поэтому все, что, на самом деле, вот Анатолий Склонович сказал, все, что не убивает, сделает нас крепче. И мы сейчас на том этапе, когда должны соединяться, когда должны начать работать командами для того, чтобы каждый ребенок точно начал развиваться. Я хочу попросить Лилию Михайловну немножко выступить и задать нам траекторию. Лилия Михайловна, давайте вот не будем представляться в должности. Лично вот сегодня сидящие – это люди, которые независимо от должности двигают образование в лучшую сторону. Я попрошу вас всех немножко высказать по 2-3 предложения, где вы увидите траекторию развития, как это все должно быть, каким образом мы должны воспитывать кадров с новаторским мышлением, и как мы должны в связке вместе с вами все работать. Лилия Михайловна, вам слово. Ага, спасибо. Приветствую всех, друзья. На самом-то деле мы сейчас с вами переживаем период новых возможностей. Период пандемии – это, ну, как ни парадоксально, но это период революционного развития в области цифровой трансформации во всех отраслях, во всех сферах деятельности общества, в том числе и же в образовании. И сегодня буквально за короткие недели, месяцы мы вынуждены перестраиваться, встраиваться в те новые требования, которые вызваны этими жесткими условиями. И на самом-то деле, рассматривая наше время как возможность, и можно даже сказать, что мы живем в очень интересное время. Мы люди, которые знали то, что было и в конце прошлого века, когда мы жили в традиционном укладе, о чем говорил, например, значит, Иван на вступительной сессии, а сейчас мы находимся в период просто революционной цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности общества, и в первую очередь нашей сферы образования, взращивания кадров. На самом-то деле тема, которая сейчас заявлена на нашей сессии, как взращивание кадров с новаторским мышлением, на самом-то деле вот это самое время периода цифровой трансформации, оно дает наиболее широкие возможности для взращивания подобных, ну, условно говоря, кадров, да, то есть молодежи, детей, которые будут уже нестандартные изначально из-за того, что они сейчас находятся в совсем других условиях. Даже смотря на то, как растут мои внуки, и зная, как мы растили своих детей в традиционном укладе образования, то сейчас у меня есть первоклассник, внук,
который вот начинает учиться в совершенно других условиях, при совершенно другом подходе к организации образования. Год назад было немыслимо представить, что первоклассник будет учиться онлайн. Год назад я переживала по поводу того, что пойдет мой внук, который с годика знает, как его, YouTube, не зная ни букв, не выговаривая отдельные слова, он уже подбирает себе там интересные ролики. Первая песенка, кстати, которую он сам выучил и спел в 3 года, это была песенка на английском языке, хотя дома на английском, естественно, никто не общается. То есть это дети другого поколения, которые растут с новыми потребностями. И год назад я переживала, что он пойдет в 1 класс, и какая-то, ну, условно, Марья Ивановна, очень опытный, хороший, как мы всегда считаем говорить, опытный учитель, и вот придет мой с цифровыми потребностями, а там, извините, как 100 лет назад, может и больше, значит, доска, мел, но в лучшем случае там слайды и так далее, видео. Вот. Ну а сейчас буквально мы оказались в той новой реальности, о которой год назад говорили, ну, может быть, через 5, да вряд ли через 5, может, через 10, но вот оно, одночасье, раз и наступило. Вот, поэтому на самом-то деле сегодня, и вот как Анатолий Асхалонович говорил на вступительной сессии, сколько молодых людей, сколько стартапов, сколько различных приложений, мобильных и так далее появляется. Это же буквально вот происходит в эти дни, и это делают те ребята, не которые откуда-то снизошли или из-за границы приехали, а те, которые живут рядом с нами и так далее. Вот, и поэтому на самом-то деле я поздравляю всех нас с тем, что мы живем в такое удивительное время, время новых возможностей, где каждый, вот как много говорили, мечта, да, вот кто мечтает встроиться в эту новую систему, в эту новую, использовать эти новые возможности, тот, конечно же, будет впереди. И поэтому я считаю, что молодежь же, несказанно нынешним детишкам, нынешней молодежи, можно сказать, очень много возможностей. И вот наша задача-то как раз мы уже не сколько учителя, как новое слово тьюторы, то есть люди, которые направляют, люди, которые мотивируют, то есть меняется наше предназначение как профессионалов от педагогики, от образования, скажем, да, вот, и так что возможностей куча, главное желание, главное мечта. Движение, реализация, Движение, да, реализация, Ага. путь к этой мечте. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Лилия Михайловна. Вот, да, действительно, век такой, знаете, гибридный, когда онлайн-мир заменяет, ну, цифровизация, диджитал – это мир новых возможностей, новых реалий. Но вместе с тем мы не должны забывать о том, что прежде всего мы все люди, которые должны не забывать свои истории, традиции, да, и таких гибких навыках тоже думали, гибкие навыки – это soft skills, ну, как правильно говорить, да, которые развивают в детях умение любить родину, да, умение любить свою семью, общаться друг с другом. И это, если в связке пойдет с новыми технологиями, вот эти все навыки, да, социальные, то это будет здорово. И я попрошу немножко выступить, рассказать про, ну, в 2-3 словах Василия Климовича, каким образом мы должны сейчас двигаться для того, чтобы не потерять вместе с цифрой те навыки, которые прежде всего у нас делают еще и людей, потому что мы люди прежде всего, а потом, если накладывать на первостепенные навыки, потому что, к примеру, приведу, у нас в WorldSkills есть такая компетенция, как digital компетенции, да, кибербезопасность, корпоративная защита от внутренних угроз. И если мы не зададим правильную траекторию ребенку, когда вот это же как бы хождение по 2 краям, когда мы даем ему инструменты, которые он может применить, грубо говоря, не совсем правильно. Поэтому, Василий Климович, скажите, пожалуйста, как
мы должны, вы как человек-визионер, как человек, который думает о будущем, подскажите нам, пожалуйста, как все это должно быть идти в связке? Спасибо большое. Мгм. Меня слышно, да? Виктория, спасибо большое, что, значит, даете мне слово. В этой связи я хочу вот сказать наше видение. Да, это Малая академия наук. Мы работаем с детьми, которые проявляют интерес особенно в области науки и мотивированы высоко, участвуют в олимпиадном движении, в научно-исследовательской проектной деятельности. Соответственно, как мы знаем, да, кстати, всегда было правдой, что обычно отличники, скажем так, те дети, которые проявляют невероятно высокие способности, олимпиадники, да, почему-то в жизни оказываются не совсем успешными, да, как руководители, как люди, которые что-то сделали буквально для реальной экономики. И это не загадка, потому что исследования были проведены довольно обширные. Это исследования, которые проводились как раз в рамках OECD, стран двадцатки. Да? Почему, вот, например, очень большие олимпиадные движения никак не могут произвести великих капитанов индустрии, такие же Илона Масков и прочие, которые, в общем, в олимпиадных движениях не участвовали, да, так сказать. И чем, оказывается, отличаются дети сильно, да, дети, которые у нас активно занимаются соревновательной деятельностью, да, также вот такой же научной деятельностью, но, собственно говоря, сами, это то, что они не умеют выстраивать взаимоотношения с другими детьми. Они не могут работать коллаборативно. И это важное умение, действительно компетенция 21 века, которая исключительно необходима сейчас, потому что один человек в поле, он не воин. Один человек ученый, который со своими идеями, которые он не может рассказать другим людям, это уже не наука. Это все, получается, закрытое, тупиковое ветвь развития. Если мы хотим, чтобы все это имело положительные результаты, чтобы вся деятельность детей, которые они так много своих усилий вкладывают, имела смысл, то мы должны их обучать тому, что мы называем компетенциями коллаборативного взаимодействия. То есть дети должны читать других людей, они должны уметь сочувствовать, сопереживать, то, что называется эмпатией. Это действительно то открытие, которое мы узнали только потому, что стали изучать детей сами. Раньше же мы, как учителя, все время говорили, что ребенок – это сосуд, который надо заполнить. На самом-то деле это должно быть пламя, которое мы должны, как говорится, сделать так, чтобы из искорки она возникла, чтобы человек действительно горел своими желаниями, знаниями и прочими, и горел вместе сильно, да, когда это все большое количество, большой коллектив людей. И действительно, только так может возникнуть маяк, который ведет куда-то. Действительно может возникнуть то светлое, то действительно важное, которое приведет к тем открытиям или большим экономическим прорывам, которых мы очень жаждем. И это действительно так. Поэтому коллаборативное действие, оно невероятно важно, и мы к этому должны стремиться, особенно те люди, которые занимаются у нас движением, которое мы называем кружковым. Да, кстати, что это такое? Это когда ребята вместе, да, должны заниматься и проводить проекты совместно. Мы не хотим, чтобы там были люди, которые горели духом только того, что только я, но никто другой. Только я и не мой, как говорится, сосед. Да, кстати. На самом-то деле мы должны воспитать такое поколение людей, которые радуются от того, что его сосед что-то сделал, и я смогу вместе с ними это сделать. Такое должно быть у нас взаимодействие, которое мы к этому должны действительно стремиться. И для этого мы должны создавать пространство. И я считаю, что вот кружковое движение, к этому тоже шаг. Кванториум – это тоже шаг. И то, что сейчас делается, да, это парк будущего поколения, целевого фонда будущего поколения, это тоже шаг в том же направлении. ДНК, да, Дом научной коллаборации, это все связано с этими компетенциями, которые нам очень важны. И для этого мы должны видеть каждого ребенка как фактически реального стейкхолдера будущего развития Якутии.
Это означает, что от него фактически зависит, каким будет Якутия. Мы должны это все дать этому ребенку. Поэтому вот наши действия, да, так сказать, как мы сейчас работаем как региональный центр по развитию, значит, помощью одаренных детей. Это по модели образовательного центра «Сириус». И там Василий действительно... Николаевич, я Да. вас перебью, потому что дискуссионная сессия, она помогает модератору как раз-таки лазить туда, когда можно что-то сказать. Вы сейчас называете организации, а мы сейчас про людей, про то, кто... Кружковое движение – это люди, прежде всего, это люди, которые без Да, я привязки к согласен. организации, да, поэтому условия сегодняшней сессии, то, что здесь сидят конкретно люди. И про организации, когда мы разговариваем, возможно, да, конечно, государством все делается. Инструменты нам дают, государство очень поддерживает. Но при этом у нас не забываем о том, что 34 муниципалитета, в которых нету кванториумов, в которых нету ДНК, но при этом там сидят педагоги, которые жаждут того, чтобы ими поделились знаниями. Каким образом с ними работать, я попрошу Владислава Гавриловича Хабарова немножко сказать, потому что на сегодняшний момент это тот человек, который как раз-таки редеет за то, чтобы все муниципалитеты, независимо от того, и ЦОПП сейчас завязка такая, то, что они должны поддерживать нейтральную сторону, когда видят людей, прежде всего, как хранители кузницы кадров, которые воспитывают непосредственно, независимо от того, находится он в Алаевском районе или в городе Якутске. Владислав, вам слово. Спасибо, Виктория. Да, Центр опережающей профподготовки. Ну, здесь я скажу коротко, тезисно, да, что, во-первых, работа с кадрами, как предполагаем, это не только работа с детьми, да, с будущими кадрами, а уже с теми, кто сейчас работает на предприятиях, уже работающие люди, которым тоже надо прокачивать свои навыки и находить в очень быстро меняющемся мире свое призвание. Вот. Во-первых, мы считаем, что вообще все люди с рождения разные. Да? Невозможно сделать человека, целое поколение, которое должно обладать какими-то навыками. У каждого есть предрасположенность к каким-то навыкам, каким-то компетенциям. И вот мы пытаемся выстроить эту работу профориентационную, чтобы каждый человек, в общем, нашел свое призвание. Вот эту работу, я считаю, очень хорошо надо проводить, профориентационную, чтобы ребенок, будущий работник, попробовал свою профессию, да, поработал и нашел свое призвание. Поэтому Центр опережающей профподготовки у нас работает по профориентации, по обучающим курсам и по аналитике. А вот по тому, что и с районами мы работаем, мы сейчас работаем на цифровой платформе, пытаемся все это дело, курсы у нас обучающие по компетенциям, оцифровать, чтобы у каждого были возможности, будь он находится где-то в районе, либо в городе, были равные возможности получить образование. Спасибо. Было бы, конечно, здорово, да, конечно, вот задумка очень хорошая, когда мы упаковываем онлайн-курсы, да. Я сейчас попрошу Ирину Ивановну Охлопкову, Актёмский научно-образовательный центр, высказаться в плане того, что это человек, который ежегодно, 2 года подряд готовит призеров Олимпиады национальной технологической инициативы по кружковому движению. Ирина, пожалуйста, в 2 словах, потому что сейчас у нас рабочая сессия, да, и надо говорить про проблемы, потому что с которыми вы сталкиваетесь, когда готовите кадров, да, потому что вы редеете, мы видим как штаб, как люди, где сидят те люди, которые реально готовят, редеют за то, чтобы воспитать прежде всего кадра. Какие проблемы на сегодняшний момент существуют, но, да, мы знаем то, что материально-техническая база, да, но при этом у вас есть возможность на самом деле, может с кем-то познакомиться. И эту площадку новаторского движения давайте сделаем таким образом, что это прежде всего нетворкинг. Окей. Хорошо, вам слово. Хорошо, спасибо. Я, во-первых, хочу поделиться со своими наблюдениями, да, во-первых.
Мы вот, как Виктория сказала, участвуем в Олимпиаде НТИ с 2018 года. И в этот период участия в Олимпиаде, да, какие изменения я увидела в детях? Они стали более мотивированными, они стали понимать и принимать, что сейчас очень много возможностей. И есть море профессий, которые можно сейчас в данное время очень востребованы. Плюс к этому они стали понимать, что надо работать в команде. Вот самые главные вот такие приоритетные понятия, которые сейчас дети приняли к себе. А инструменты какие есть, которые помогают использовать, грубо говоря, вот командность, инструмент дебаты, да, инструмент, который прокачивает командность. Когда ребенок, семья – это инструмент, который прокачивает командность. Умение эмпатии – это когда ребенок ходит по земле между сельскими поселениями и учится сопереживать вместе со всеми, да. А есть ли такой критерий, конкретный инструментарий в Олимпиаде НДИ, который бесплатно дает нам государство для того, чтобы мы использовали в своей работе? Подскажите, пожалуйста. Ирина. Не знаю. Нет, там вы же говорили про то, что есть набор очень многих инструментов, в том числе программ, которые сидят бесплатно в общем доступе для всех участников Олимпиады. Да, я про степик и так далее, про те инструменты, которые прокачивают, при этом обучают детей работать в команде. Это наши инструменты, да? Хорошо, окей. В основном в Олимпиаде НТИ все задания, подготовки к Олимпиаде, да, идет в платформе Степик. Плюс к этому основные компетенции, которые сейчас для того, чтобы стать призером или победителем в Олимпиадах, да, дети обязательно должны знать такие программы, основные базовые программы, такие как Python. Они должны уметь работать в Arduino, да. Вот это самые те основные навыки, которые должен иметь в данное время ребенок. С цифровыми компетенциями. Окей. Цифровыми компетенциями. Тогда для всех просьба учитывать то, что есть бесплатная абсолютная платформа, которой можно учитывать, да, при работе, это инструменты. Так, это мы в детях прокачиваем навыки цифровизации, навыки работы в цифровом поле. А критерии измерители – это соревнования WorldSkills, это соревнования научно-практической конференции. Да, это все темы, в которых ребенок учится, в которых он измеряет навыки, он измеряет свой уровень знаний и навыков. Я попрошу Иннокентия Оконечникова сегодня немножко пару слов сказать. Иннокентий, вы с нами? Как руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы», и пару слов о связке того, как у нас двигается движение «Молодые профессионалы». Ну, предыстория такая, на самом деле, мы 3 года назад думали, каким образом в наших кадрах обеспечить коммуникабельность, да, потому что у нас дети малоговорящие. И когда я пришла в региональный координационный центр с идеей о том, чтобы давайте дебаты как инструмент использовать в том, чтобы прокачивать прежде всего в наших кадрах коммуникабельность, они меня поддержали. И эта история была как раз про то, что сейчас, на данный момент, вот эта компетенция собирает больше всех участников по республике. Замысл, идея, Степан Андреевич здесь? Нет. Ладно, Иннокентий нас поддержал, и история пошла такая, то, что мы командой начали работать. В этом году пошли дальше. Организовали вместе с проектной командой Алекминского района соревнования Kids Skills. Иннокентий, как двигается движение «Молодые профессионалы» в подготовке кадров? Так, добрый день всем участникам. Ну, как все уже, наверное, знаете, движение «Молодые профессионалы» сейчас... Нет региона, который в этом движении нет, да? Но уникальность Республики Саха-Якутия – это не только студенты СПО и молодые профессионалы в этом движении, но и очень оригинально, не как в других регионах, да, это у нас очень массово участвуют юниоры. Это категория школьников, они очень хорошо участвуют, и в этом плане
опыт у нас такой своеобразный. Даже не в привязке к профессиональной образовательной организации, они свои компетенции реализуют, принимают участие. У нас есть юниорская лига, у нас есть вот в этом году впервые, наверное, в России Kids Skills провели, благодаря вот очень активным организаторам, в том числе Алекминскому району, да, вот, и все это, конечно, побуждает ребят заниматься определенными видами деятельности, в том числе, но правильно сказали, что у нас, ну, hard skills вот развит, да, а вот коммуникативные способности в этом, да, иногда вот проваливаем. У нас же очень эксперты оценивают, они тоже люди, и это тоже чувствуют, и когда вот человеку неуютно, когда человеку неудобно, когда он стесняется, ну, слова иногда вот выудить очень сложно бывает, да, вот тогда, конечно, результаты бывают похуже. Есть некоторые компетенции, где артистизм, это как в Олимпиаде, там фигурное катание, да, вот, очень большую роль играет. Вот. А то, что касается новаторства, да, это, ну, на последнем совещании вот в WorldSkills было такое, ну, такая реплика от Тымчикова, что ли, кажется, в том, что у нас задания все-таки очень такие, еще там не меняется. Уже конкретно задание есть, и ты должен делать как по ну, одно единственное правильное решение там есть. Если ты по-другому как-то по-своему сделал, то баллы тебе будут поменьше, и ну, максимальный балл ты не получишь, если ты от шаблона по-другому сделал. Да? От этого некоторые есть уже компетенции, которые, ну, творчество какое-то от себя, что-то, ну, можно добавить, да, таких компетенций становится больше, и таких модулей в последнее время становится больше. То есть движение в целом WorldSkills International, вот в ASI, вот в этом направлении тоже меняется. Тоже считаю, тоже в этом направлении необходимо подумать, и тоже образовательные программы. Ну, сейчас больше об этом, наверное, говорим, а в реалии на самом деле чуть-чуть мало делаем, чем можно было делать. Но это чисто мое мнение, да? Но в последний год вот, импровизировать приходится всем, и молодым, и не очень молодым педагогам, и учителям, и родителям, и ученикам самим. Но к чему это привело? Анализа, к сожалению, сейчас вот конкретного нельзя сказать. Мы все утверждаем, что качество образования не страдает, но я как родитель, да, многодетный отец, я что-то сомневаюсь, что качество не страдает. Вот. Так что надо креативить, надо думать, и надо везде вот какие-то свои плюсы выуживать. Это шанс на самом деле. Спасибо. Коротко так. Здесь хотела бы добавить, Иннокентий, что вы, говоря о развитии движения WorldSkills в целом в мире и в России, еще не упомянули линейку, связанную с Future Skills. Да-да-да. Ну да, это есть, но надо вот в этом направлении. У нас хромает это. Future Skills. У меня есть идея. Мы же как регион Якутия, который вот по всей России, я вот сколько езжу, да, с Осинья, с командами точки кипения, нигде не сидит компетенция коммуникабельности. Давайте ее двигать вместе с цифровыми компетенциями. Вот, не знаю, управленцев с новыми навыками, которые владеют цифрой, при этом с софтовыми навыками, при этом умеют проектные команды создавать. Спросим у Ольги Семеновны Супуевой, директора, руководителя Высшей школы инновационного менеджмента, как у нас проводятся дела по организации кадров, которые работают в проектной деятельности, умеют создавать группы, коллаборироваться. Как с этой частью? Ольга Семеновна, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги, рада всех слышать. Очень откликнулись выступления коллег, которые вот раньше выступили о проблемах и в образовании детском, и вот в тех компетенциях, которые нужны людям. Очень много хочется рассказать,
да, но вот Виктория затронула по поводу команд и коммуникативных навыков из новостей, что могу порадовать, наверное, что наша школа завершена работа по построению модели компетенций для государственных гражданских служащих, где достаточно прорывные компетенции заложены, в том числе человекоцентричность, коммуникативные навыки, само собой, и коллаборация, работа на команду. То есть там будет достаточно интересная картина, и в декабре месяце мы планируем уже ассессмент-центр топ-руководства республики. То есть это будет очень интересный эксперимент. Наверное, это первый в России будет эксперимент по оценке именно первых руководителей региона по модели компетенций, которые соответствуют уже даже не текущим ожиданиям, то есть мы фактически вводим уже требования к компетенциям будущего. Касаемо вообще как бы того, эту тему форума, да, спасибо хочу сказать еще раз организаторам, тема очень актуальная. И здесь, если точка кипения и вот партнеры, они как think tank, да, выступают, как фабрика смыслов, то высшая школа, мы как тот завод, да, который уже там, как говорится, создает продукты, да, уже достаточно долгое время, сказать, там, второй год у нас масштабный проект, который назывался ранее «Министр», но, по сути дела, это дань традиции 11-летнего опыта поиска талантливых управленцев. Он перерос сейчас в проект более глобальный, и у нас есть вера, вот если Василий Петрович говорил об одаренных детях, что даже не вера, а прям вот понимание того, что каждый из детей, из людей талантлив, вопрос как бы формирования среды, в которой они могли бы раскрыть свой потенциал. Поэтому проект сейчас называется «Талант Якутии». В прошлом году он набрал около 5000 участников, и в этом году та же планка буквально за месяц была поднята, большой отклик получили. И в основе всего этого проекта, Виктория, так же, как и то, о чем вы говорите, это именно те компетенции, которые востребованы. Действительно, сейчас мы больше говорим о метакомпетенциях, мы говорим, что хард-компетенции, их можно набрать, но самое главное, вот те вещи ценностные, которые есть в человеке, которые даются при воспитании ребенка уже в самом раннем возрасте. И я бы хотела предоставить, я сегодня пришла не одна, мы говорим про команду, мы пришли командой со мной, Александра Гаврилевна Турантаева, руководитель Центра оценки развития, и Ольга Иванова, наш очень крутой, молодой, да, но специалист в области клинической психологии, который представит вам продукт, который поможет сейчас, может помочь любому жителю, не только Якутии, России, бесплатно примерить те компетенции, о которых мы сегодня говорим. Поэтому, Саша, тебе слово, и потом Оля представит само решение, которое можно уже сегодня им воспользоваться и понять, что же развивать и что же сейчас нужно развивать человеку. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень рада вас всех видеть. У нас наши сервисы, продукты, да, они реализуются на нашей платформе, которая называется Talent и направлена на развитие потенциала каждого человека. Да. Мы верим, что каждый человек является талантливым. Талант – это вообще как бы вера в успех, да, это желание развиваться, развивать людей вокруг себя. И мы всегда говорим, да, тоже про команды, да, единомышленников. Вот хотели бы сразу показать, чтобы было видно, да, продемонстрировать наш портал. Оля. Саша, здравствуйте. Да? Я скажу по правилам сессии, вы сегодня никому не разрешали показывать презентацию. Кстати, пишем, ну, давайте вот в качестве исключения, потому что нам самим интересно, потому что мы же все это распространяем в муниципалитеты, да, поэтому давайте все посмотрим. Спасибо. Тогда я попрошу, да, именно содержимое кабинета, мы не будем показывать, рекламировать нашу платформу, хотя она бесплатная. Можно показать именно составную часть, из чего состоит профиль и что мы рекомендуем. То есть вот ту ценность, которую мы даем нашим клиентам, людям, которые заинтересованы в развитии. Да, всем добрый день. Включите, пожалуйста, возможность. Да, вот здесь. Да, у нас получается... Да, буквально пару секунд, и вы... Сразу, да, показать, чтобы как это выглядит, чтобы было понятно, да, что получает. Сейчас каждый человек может пройти оценку у нас на портале, совершенно открытая, примерить на себя те компетенции, которые являются востребованными сейчас, да, и узнать свой уровень развития и получить рекомендации. Сейчас как раз Оля покажет, и мы их увидим. Еще нет доступа. Ну, давайте вот проговорим. Да, я хочу задать пару вопросов, потому что все равно распространяем мы вот в штабе кружкового движения, да, с муниципалитета и так далее, всем активно рекламируем, всем активно говорим, кто здесь сидит, хранитель того или иного инструмента. Скажите, пожалуйста,
вот если не секрет, на основе каким образом можно измерить уровень компетенции и уровень вот навыков, про которые мы сейчас говорим? Каким образом там измеряются? Ну, инструментов существует как бы множество, да, получается, это может быть оценка человека самого себя, да, самооценка, да, то есть насколько я думаю, да, я проявляю себя каким-то образом, но компетенция – это то, как я себя веду, да, у меня есть какие-то мои задатки, мой потенциал изначально, да, это связаны с моими личностными особенностями, да, с моим там характером, темпераментом, возможно, да, с моими ценностными установками, да, с моей мотивацией, да, с моими интеллектуальными способностями, и потом все это, оно может проявляться каким-то образом в моем поведении. И вот компетенция – это как раз-таки то, как я себя веду, да, то есть, в принципе, вот все мои особенности, это как бы является, ну вот, внутренним, да, таким потенциалом, а вот верхушка айсберга, то, что видно всем, да, это вот уже компетенция, да, как я себя вот веду, вот. И оценивать лучше всего, конечно, это через наблюдение, да, как себя человек ведет, да, вот как в реальности, в жизни. Вот, это, если мы говорим про оценку, которая более точная, метод называется assessment center, когда моделируют различные ситуации, упражнения какие-то, да, это могут быть там в ходе дискуссий, деловых игр каких-либо, да, индивидуальных заданий, и вот они оценивают таким образом. Это как бы максимально объективная, точная оценка проводится через assessment center. Еще очень хороший инструмент – это интервью по компетенциям, когда тоже как бы получается оценщик, эксперт, да, он проговаривает человеком, да, спрашивает его, и на основе его прошлого опыта, всех ситуаций, которые с ним происходили, тоже можно сказать, насколько эта компетенция у него проявлялась. Вот. Мы используем, кстати, психологические тесты, да, как я уже говорила, и, возможно, это может быть оценка там, 360, когда человек оценит сам себя, его оценивают ближайшие, да, кто его окружает, коллеги, может быть, друзья, и, допустим, если это там коллектив, то руководитель, да, либо подчиненный. То есть это тест на выявление уровня компетенций, который помогает работодателю при приеме сотрудника, да, для общего понимания? Да, можно так сказать. То есть, получается, модель компетенции, она формирует те стандарты, те требования, которые необходимы, да, человеку для того, чтобы он успешно справлялся с работой. Как бы есть хорошие работники, да, а есть как бы супер хорошие, да, и вот разница между ними, она будет вот именно в компетенции. То есть какими критическими качествами, способностями, там, знаниями, умениями, навыками он должен обладать, чтобы в конце быть успешным. Да, это все всегда связано как бы с деятельностью. Вот. Я вот хочу спросить, допустим, когда мы будем его рекомендовать муниципалитетам, главам использовать при тестировании, при выявлении навыков и компетенций, насколько вероятность того, что мы не ошибемся, и там измеряется ли уровень критического мышления, когда человек... Критическое мышление – это навык социальный, да, который помогает человеку работать в условиях жесткой неопределенности. Это Арктика, это территории, которые на данный момент сегодня надо засаждать кадры. И вот этот тест поможет ли выявить уровень критического мышления, умение работать в условиях жесткой неопределенности и умение видеть ситуацию изнутри, там, находясь на месте локально. Ну, тут мы предметно разговариваем про Арктику, на самом деле у нас не засажены кадрами, у нас кадровый голод во всех 34 муниципалитетах. Можно я отвечу на вопрос? Но касаемо конкретно, если проблематика именно в Арктике, то у нас есть как раз большая программа управления развитием Арктики, и туда входят не только руководители муниципальных служащих, но и представители различных общественных организаций, учреждений. И программа нацелена как раз на формирование навыков критического мышления, для того, чтобы они в ходе программы не только получили знания, но сразу же их претворяли в жизнь. По сути, все наши программы, они практикоориентированы и нацелены на формирование уже проекта, его реализацию и вот такие нестандартные способы поиска проблем. Кроме того, я хочу сказать вот как бы к роли, да, высшей школы, что мы не просто только оцениваем, да, и говорим о новых подходах, мы их активно применяем. Любая инновация, она появляется там, где есть, словно говоря, чувство дискомфорта, либо какая-то мечта, да, то есть что людей все-таки
побуждает на создание вот новых продуктов, и с помощью каких технологий они как раз-таки там прототипирование, тестирование, обучение, эмпатия, о чем коллеги говорили, да, то есть это принципы дизайна мышления, каким образом они применяют. У нас есть большое направление работы, связанное с бережливым производством, и мы обучаем команды, это команды предприятий, учреждений, органов власти, муниципального, государственного уровня, смотреть критически на свои процессы и создавать ту ценность, да, формировать карты создания ценностей, которые ожидают люди от того или иного субъекта, будь это точка кипения, будь это система здравоохранения. И как раз-таки вот под таким критическим углом, когда мы смотрим на такую замыленную нашу ежедневную деятельность, появляются действительно рационализаторские предложения, появляются инициативы по цифровизации сервисов, по ускорению скорости, чтобы качественно, быстро донести услугу. Причем как бы она должна быть, конечно, с учетом того, чтобы эта услуга поставлялась вот в той среде человекоцентричной, где человек не просто быстро получил, но ему было приятно получить эту услугу, он получил что-то больше, чем просто какой-то вот, ну, результат физического, да, какой-то физической деятельности. Вот, поэтому здесь действительно технологии есть, это, как я сказала, технологии бережливого производства, у нас много программ образовательных, есть большой проект «Эффективный регион», который мы ведем с госкорпорацией «Росатом», где совершенно безвозмездно эксперты госкорпорации «Росатом» и нашего Центра бережливых технологий сопровождают команды. Вот то, о чем вы говорите, Виктория, что результат – это всегда люди. И люди, в которые есть в команде, очень отрадно видеть, как у них загораются глаза, когда они вначале, что такое бережливое производство, это не про нас. Но в ходе работы они понимают, да, про них, и это на самом деле вопрос не технологий, а вопрос все-таки вот тех побуждений, которые требуют, ну, как бы формируются в ходе работы над проектами. Они улучшают свои процессы, они оптимизируют, и удивляются, как же так, почему раньше мы этого не делали. Вот и эта культура как раз формирования постоянного совершенствования себя самого лично, своего рабочего пространства, своей работы, да, оно и формирует вот эти вот инновации. Этот опыт, он взят из истории развития компании Toyota и философии Японии, которая сейчас распространяется по всей России. И принципы дизайна мышления, создания продуктов, когда мы изучаем сервис не как профессионал, как нам удобно, а как чувствует клиент, да, когда проходит все этапы взаимодействия с нами, как с организацией, куда он пришел за какой-либо ценностью. Поэтому мы ждем всех, и разные формы есть. И вот сейчас, кстати, еще один момент я расскажу. Мы запустили в венчурной компании Якутия проект стажировок «Рост». Туда подались очень талантливые ребята-студенты. Мы предлагаем им бесплатно обучиться и стать стажерами наших организаций, как раз-таки получить вот эти востребованные компетенции. Работы в командах и тех технологий, которые помогают создавать инновации. Хорошо, спасибо. Так. Ой, Ольга, сейчас, наверное, чуть-чуть попозже мы будем это все применять. Ага, можно чуть-чуть выключить, да, демонстрацию экрана. Применим инструмент, который называется «Аватар». Мне сейчас 7 лет. Я Вика Крылова, обучаюсь в школе и участвую в конкурсе Kids Skills, World Skills. Перехожу в школу, значит, Василий Климович пичкает меня программами по научно-практической конференции, а потом мне дают соревнования и измеряю этот уровень, иду к Иннокентию Афанасьевичу Конечникову в движение «Молодые профессионалы» и прокачиваю там умения и уровень своего мастерства, да, по каким-то хардовым навыкам. Далее иду к Лилии Михайловне, обучаюсь у нее по там каким-то навыкам, сотрудничаю с Владиславом, да, вот, и вкладываю все компетенции и навыки, которые мне нужны, потому что я кадр, потому что я должна обеспечивать экономику своего региона, да, вот ребенок, он вырос, и ему там 14 лет, дальше он прокачался в высшей школе инновационного менеджмента, ему дали инструменты для того, чтобы он прежде всего вырос в сфере там критическое мышление прокачал, да, инструменты взял, которые ему помогают создавать проектные команды, да, которые ему помогают непосредственно от того, находится он в Арктике либо в Якутске, работать в условиях жесткой неопределенности, и как раз пандемия – это инструмент, который прокачал критическое мышление. Далее я создала группу, проектную команду и иду со своим проектом в Арктический инновационный центр к Ивану Троеву. Иван, просьба вас выступить и рассказать немножко, какие проекты сейчас тренды и в моде,
и задаются для того, чтобы у вас было видение, каким образом с этими проектами идти к вам, потому что вы АИЦ, вы та ячейка, которая обеспечивает, собственно, инновации и какие-то новые вещи, которые приведут к реализации новых продуктов в сфере рынка. Да, добрый день, уважаемые участники. Меня слышно, да? Вообще Арктический инновационный центр является одновременно центром коллективного пользования научно-производственным оборудованием, научно-техническими измерительными приборной базой, которым располагает Северо-Восточный федеральный университет. Ну и вообще сейчас мы прорабатываем новую концепцию с ИВФУ как институт развития для проектных команд, для развития не только научных, технических и, в частности, бизнес-ориентированных проектов, направленных на какое-то прикладное решение, на разработку прикладных решений, продвижение на рынке на всех этапах. По сути, что такое институт развития, мы с вами прекрасно понимаем, это не только грантовая поддержка, но и это консультационная, это доступы в лаборатории для испытаний своих прототипов, своих продуктов, своих идей и испытания на жизнеспособность, и придание, прежде всего, некой наукоемкости. И в этом отношении университет, Арктический инновационный центр является организацией которая определяет точку входа, проектных команд. В общем, как мы работаем с исполнителями? К нам обращаются проектанты совершенно разных возрастов, как от среди профессорско-преподавательского состава, так и среди студентов. И к нам иногда приходят даже и школьники. Бывает такое, как участники. Вы знаете, что в структуре Арктического инновационного центра функционирует бизнес-инкубатор «Орех». Сейчас расположен в IT-парке на 5-м этаже. И сейчас бизнес-инкубатор разрабатывает новое положение, где мы убираем слово «студенческий», то есть мы максимально открываем возможности, площадку для совершенно разных слоев, скажем так, совершенно разных категорий проектантов, идейных людей. И грубо говоря, что дает резидентство в СВФУ для исполнителей проектов. Прежде всего, это консультационное методическое сопровождение. Мы занимаемся подбором исследователей, подбором кандидатов, докторов наук, наших преподавателей, наших исследователей, у которых есть тот или иной опыт, возможно, те или иные компетенции для научного руководства, методического руководства в качестве менторов. Знаете, что такое ментор? Ментор – человек, который… Это не совсем научный руководитель, это человек, который сопровождает проект до выхода на рынки и делится своим опытом чаще всего человек, который имеет аналогичный опыт по внедрению технологий на рынок. И Потом, чем же еще мы… Также у нас есть центр экспертно-консультационный центр, где, в принципе, проектанты могут получить помощь в анализе рынков, также в разработке некоторых показателей бизнес-плана, своей концепции. И, конечно же, тимбилдинг, потому что очень часто к нам обращаются просто единичные, одиночные люди, предприниматели, иногда бывают наши собственные исследователи, просто обращаются с такими-то идеями. Мы помогаем в подборе команд, подборе людей, которые так или иначе могут принять участие в развитии проектной команды. Если коротко рассказать в целом про идею Арктического инновационного центра, это так. И сейчас по приборной базе мы готовим новый регламент о режиме коллективного пользования, то есть весь Северо-Восточный федеральный университет
должен стать неким центром коллективного пользования, как и со своими учебными лабораториями, испытательными центрами, кафедрами, научно-техническими лабораториями, не только АИЦ. Вы знаете, что университет достаточно большой, и все структуры будем объединять и, скажем так, экстратерриториально, экстратерриториально обеспечивать доступ к лабораторной базе. Это одно из направлений нашей работы. Супер. Это идея для всех, кто сегодня у нас в аудитории сидят те люди, которые непосредственно являются реализаторами или идейными вдохновителями тех или иных проектов. Да? Нюргена Петровна, я вас попрошу, как человека, потому что мы все в основном тут все образования сидят. Да? Нюргена Петровна Решетникова – это центр детского чтения на 3-м этаже IT-парка. Нюргена Петровна, вы здесь? Можно вопрос Ивану один задать? Иван, скажите, а сколько у вас резидентов на сегодняшний день? На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе, если память не позволяет, 10 резидентов. В Арктическом инновационном центре резидентов, активных резидентов 7, 7 внутренних резидентов и в общей сложности 23 внешних резидента. Это малоинновационные предприятия, с которыми мы работаем. Есть резиденты непосредственно самой Арктики? Или все это научные команды, или... Резиденты из арктических регионов? Имеете в виду? Да. Из Якутии. Да, у нас есть, это не совсем резидент, это скорее школа, Бурулакская средняя школа Верхоянского района, который по праву может считаться нашим резидентом. Мы периодически туда ездим и занимаемся развитии проектного мышления у школьников сельской местности, получается, в арктическом регионе. Сейчас только один у нас, получается, резидент из Арктики. Очень интересно, спасибо. Спасибо. Набрали мы команду, мне стало 14, и, в принципе, я закончила, обратилась к своему руководителю, набрали команду, заручились поддержкой у Ивана Троева-Воиц, но при этом нету места, где можно было бы это собрать, и тут приходит на помощь культура. Нюргена Петровна, скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент культура, вы как библиотека согласны ли работать с образованием в одной проектной связке? Так, доброе утро. Очень рада, что наконец-то затронута такая тема, как командный стиль работы. Да? И, конечно, культура библиотеки, особенно в сельских местностях, где библиотеки являются единственными местами, где ребенок может бесплатно получить какие-то знания, какие-то навыки, то мы только, конечно, приветствуем. И Василий Климович очень правильно сказал, он озвучил, исследования, которые проводит Большая двадцатка. Действительно, это большая проблема, что дети не умеют коммуницировать друг с другом, не умеют командно работать. Это на самом деле очень большая проблема, и только вместе, в коллаборации, так сказать, очень часто слышу это слово, что, конечно, радует, мы достигнем того, что детское население Республики Саха-Якутия будет прорывным. Все, спасибо. Спасибо. Можно прокомментировать насчет командной работы? На самом-то деле очень интересный разговор, и в условиях, как я уже говорила в начале, цифровизации, когда мы сейчас все в жестком онлайн и так далее, что наши дети учатся и в таком режиме, и молодежь, и мы работаем в таком режиме. Эта проблема командной работы, она будет действительно проблемой номер один в условиях цифровой вообще среды, в которой мы уже находимся и которая будет жестче, жестче в кавычках условно, то есть все углубляться и углубляться. И лет через 10 это будет самая, наверное, такая компетенция, которую развивать посредством цифровых технологий, когда
ну, они будут настолько развиты и занимать там 80-70% наших взаимодействий с миром, да, опосредованно, вот эта проблема будет действительно очень большая. Да. И если мы, как люди, которые уже двигают образование, не подумаем про это, то мы рискуем очень многим, рискуем потерять кадры, да. Как обстоят дела? У нас еще есть дети, то население, слой населения с ограниченными возможностями здоровья. Это люди, которые в силу того или иного обстоятельства попадают под категорию ОВЗ. Юлия Харлампиева, подскажите, пожалуйста, что сейчас, какие моменты есть в работе с ограниченными возможностями здоровья? Юлия, вы с нами? Юлии, видимо, нет, но вы здесь? Добрый день, я с вами, ага, только я сейчас вот на улице нахожусь. Ничего страшного. Слушаю. Ага. Ну, у нас с инвалидами сейчас мы разрабатываем проекты, да, по трудоустройству. До Нового года мы должны разработать проект по трудоустройству 5-10 наших выпускников Республиканского техникума-интерната реабилитации инвалидов. Также у нас идет разработка проекта по созданию, по расширению, да, полигона практик. С Викторией вот работаем для организации базы практики нашим студентам. Скажите, Юлия, было бы здорово, да, если бы библиотека в лице Нургианы Петровны, да, с нами были в одной проектной команде. Это будет здорово. Да, мы бы были очень рады. У нас уже есть определенные видения, скажем так, да, в каком направлении мы можем развиваться вместе. И, Юлия, подскажите, пожалуйста, вот как раз участие ваших детей, призеров WorldSkills, которые уже как-то участвовали в экспертизе KidSkills, опережающая профподготовка детей на ранней стадии, когда дети у нас дошколяры, начальные классы, экспертируют их студенты, это же тоже хороший показатель того, что мы занимаем правильную траекторию. Да, действительно, наши мастера приняли участие в качестве экспертов в первом KidSkills, да, и это отличный опыт. Так, хорошо, будем двигаться дальше. У нас тут в зале есть люди, которых бы мы хотели послушать. Сейчас предоставим слово свободного микрофона, потому что люди готовились, команды. Я предоставляю так называемый гибридный же сейчас формат, да, предоставляю свободные 10 минут для того, чтобы рассказали о своей деятельности, что нового, да, в плане новаторства вы делаете, какие проекты реализовываете, поделились с нами опытом. Потому что есть участники, с которыми я лично не знакома. Да, Екатерина, вы включили камеру. Добрый день, уважаемые участники форума новаторства, Центр подготовки рабочих кадров «Арктика». Мы реализуем проект «Проф2Arctics», профессионалы для Арктики. У нас в ТИКСе, Верхоянске, в Жиганске работают образовательные учреждения среднего профессионального образования. И в 6 арктических районах у нас работают тьюторы профобучения. Как мы по теме взращивания кадров в Арктике, да? У нас мастера производственного обучения в структурных подразделениях обучают теорию дистанционно для арктических районов в Бабыйском, Момском, Алаеховском, Авино-Витантайском, Анабарском, Леневском. Теория проводится дистанционно, очно. У нас проводится практика на основании соглашений с предприятиями и организациями. То есть люди, которые работают в этих предприятиях по заявке, уже трудоустроены, но повышают свои квалификации, проходят профобучение, курсы повышения квалификации. В таком варианте мы реализуем данный проект. Хорошо, что у нас там есть тьюторы, которые непосредственно работают с администрацией района, с предприятиями, которые работают у нас в местах в арктической зоне. Ага. Хорошо, спасибо, Екатерина. Это, безусловно, работа, которую нужно тиражировать.
Потому что мы сейчас про Арктику, но на самом деле даже в центральных районах есть немножко такие проблемные зоны. И если мы, люди, вот, которые здесь сидят, держатели рынка, да, образования, вместе не соберемся, где-то это опробируем, маленькую сборку не сделаем, то мы рискуем очень многим. Рискуем не охватить, возможно, какие-то территории, которые надо было. Поэтому штаб кружкового движения нынче расширяется. Есть еще желание у кого-нибудь выступить? Потому что я понимаю. И мы сейчас должны подумать на предмет того, чтобы сделать одну маленькую сборку. И это мы должны сделать все вместе, потому что мы сегодня пригласили как раз тех людей, которые могут повлиять на ситуацию, да, которые им подскажут, которые своей экспертностью, умением, навыком, образованием, инструментами подскажут. И мы все вместе сделаем маленькую сборку. Сборка – это что? Это прототип, маленький наш продукт, который, возможно, не рискуя, мы никак не проверим. Поэтому давайте наше предложение, как штаба кружкового движения, да, как людей, которые не придерживают ничью позицию. То есть нам важны люди, нам важны те проекты, которые в данный момент реализовываются в той или иной организации. Сделаем маленькую сборку, опробируем ее на контрольной группе, да, пилот сделаем в течение 1 года. И если все те инструменты, которые вы реально сейчас готовы предоставить, то штаб кружкового движения в точке Пениса готов будет ее тиражировать во многие муниципалитеты. И это нормально, на самом деле очень хорошая траектория для того, чтобы у нас было видение, куда реально нам готовить кадры, потому что на данный момент у нас немного не очень хорошая ситуация. Сколько бы мы говорили про то, что государством все делается, обеспечивается база, бюджет есть, на самом деле, если ее правильно с бизнес-стороны посмотреть, да упаковать и так далее, это все есть. Государство все делает. И надо просто поработать в команде, в связке, в плотной, да, и независимо от того, какую организацию он представляет, начать все это делать и тиражировать по всем нашим районам. Вот мое предложение лично как держателя штаба кружкового движения такое. Так, кто-нибудь еще хочет выступить? Сегодня у нас по программе в 5:30 есть часть, когда тоже буду модерировать предпосылки для развития рынков НТИ, куда приглашены федеральные эксперты, люди, которые нам покажут траекторию развития, потому что это люди, которые непосредственно варятся в различных направлениях рынков НТИ. Там заявлена тема Аэронет, это развитие малой авиации в Республике Саха-Якутия, это FashionNet, WearNet, это когда креативная индустрия, да, люди экспертные, их вот держатели рынков НТИ. Там есть SafeNet, это данные как фактор для развития не только региона, да, для региона в целом, то есть тут независимо от Якутии, в целом ее можно тиражировать в всех регионах. SafeNet – это данные, которые находятся в цифре, потому что мы сейчас живем в том времени, когда цифра, большие данные, big data, да, цифра, данные, они решают все, но при этом еще и существует второй вид данных, это человеческие ресурсы. Они по качеству нигде не зафиксированы. Давайте послушаем в 5:30, зайдем, каким образом можно поработать с этими данными. Есть рынок Аэронет, SafeNet, HealthNet, рынок здоровья, да, каким образом государством делаются проекты, которые потом можно будет у себя переупаковывать и делать, да, в линии здоровья, HealthNet – это здоровье. Далее интеграция рынков для того, чтобы… Что такое интеграция? То есть сейчас здоровье без данных, без ресурсов, которые показывают аналитику и так далее, тоже движения не будет. И предлагаю всем сегодня сидящим в 5:30 зайти, послушать, куда нам дальше двигаться, для того, чтобы совместно вот всей одной командой упаковать региональный проект в рамках штаба кружкового движения. Его на самом деле у нас все инструменты, ресурсы есть. Просто нам надо всем вместе сколлаборироваться и начать уже действовать. Время идет, это время. Поэтому нам сейчас ждать кого-то, там указки и так далее, времени нет. И заходим в 5:30. Это мое предложение. Так, давайте еще обсудим. Вот у нас буквально остается 5 минут. Давайте обсудим, рефлексию сделаем, обратную связь.
нужно ли было вот такое проговаривание, нужна ли была такая сессия в рамках форума, или если кто скажет, что вы, Виктория, как-то немножко ошиблись в выборе траектории, то это улучшит нашу работу в следующем форуме. Вам слово, нашим участникам. Так, Виктория, я вот буквально несколько минут, да, скажу, да. Вот я представляю библиотеки нашей, да, общедоступные библиотеки республики. И я вот сижу, вас слушаю, очень хороший настрой, вот так и надо, конечно. Времена новые, действительно, совершенно внешняя среда изменилась, и все вот учреждения, которые работают с населением, они должны меняться. Я вот сейчас сижу, слушаю, у нас 70% читателей, пользователей библиотеки – это дети. Так? У нас многочисленное количество кружковой работы. Дети там по своим интересам, по читательским интересам, они объединяются. Я вот сейчас сижу и думаю, что вот все, что у нас есть, надо им дать немножко вот другую, переориентировать на развитие компетенций, о которых сегодня говорили, без которого сегодня нашим детям, молодым людям очень сложно будет адаптироваться вот, к глобальным изменениям внешней среды. Поэтому нам нужно вот какие-то технологии, какие-то рекомендации, какие-то вот успешные практики. Вот очень такой нужен сильный обмен знаниями, обмен конечно же, сегодня я вот убедилась, много интересного, оказывается, у нас есть в городе, в республике, и вот эти опыты надо тиражировать. Вот даже выступление вот Василия мне очень понравилось из Малой академии. Вот такие, значит, результаты исследований тоже нужны населению. Мы должны проговаривать и каким-то образом правильно себя вести вот в этой ситуации. Вот это я все, что хотела сказать. Спасибо большое. И сейчас меня слышно, да, это на самом деле, да, реально так. И вот когда вы говорите про библиотеки это как раз та база, где можно упаковывать проекты, да, потому что школа сегодня это держатель системы. И, наверное, немножко надо для креативной экономики отходить от базы, в том числе и как раз на базах библиотек организовывать, упаковывать все наши тиражировать, все те программы, наработки, которые мы вместе командой будем создавать. Ага, Василий Климович, вы что-то хотели сказать, да? Да, я согласен. И действительно, да, у нас сейчас очень много инструментов. И вот я, так сказать, не довершил мысль, да, которую я вот говорил, да, относительно того, что мы стали частью такой вот очень интересной экосистемы, которая создается сейчас благодаря как раз инициативе Владимира Владимировича Путина, нашего президента. Это система, которая называется образовательный центр «Сириус», да, фонда «Талант и успех». И фактически это открытая система. Мы же создаем региональный центр. Если вы будете заходить на наш сайт Ленского края, да, так сказать, то вы сразу увидите, что мы уже начинаем там очень много разных мероприятий, плюс к этому, да, у нас есть платформа ЛК-14, то есть каждый ребенок из всех вот примерно мест, да, так сказать, школ республики могут туда войти, записаться, создать свой личный кабинет и ставить свои личные проекты, чтобы мы их смогли сколлаборировать, соединить с другими ребятами, чтобы у нас были такие проекты большие, общие, да, и это возможно сейчас, и поэтому я вот очень призываю, чтобы ребята, да, которые слушают, или преподаватели, учителя, которые с нами сегодня, да, чтобы они передавали вот эту, как говорится, благую весть всем детям, да, чтобы они стали нашими партнерами через портал ЛК-14. Это просто мы пишем LK14.ru, и все. И мы туда заходим и записываемся, создаем свой рабочий кабинет, да, личный, и записываем свои проекты, да, куда мы хотим или куда мы хотим, в какое мероприятие принять участие и прочее. Это все необходимо для того, чтобы создать вот это коллаборативное действие. Мы же должны знать, да, у нас должна быть информация, да, и от ребенка очень многое зависит, потому что его желание, да, желание стать частью этого большого дела. И у нас как раз есть ребята, которые из Анабарского улуса, да, из Булуна, да,
Быковская, да, кстати, оттуда вот у нас очень даже много ребят, которые записаны. И они уже приняли участие в разных мероприятиях. И это уже хорошо. Понимаете, да? И поэтому я считаю, что сейчас у нас как раз открываются все возможности для того, чтобы вовлечь детей в это очень замечательное коллаборативное мероприятие, действие, и действительно всех призываю к этому. Ага, спасибо, Василий Климович. Ну, смотрите, если ребенок, кадр которого ему 12 лет, и он не совсем думает про то, что Сириус, он может потом в будущем ему помочь, это руководители должны как бы наводить к тому, да и руководители сами не все знают, куда можно обращаться, какими инструментами владеть и так далее. Вот, честно, летом реально мне предложили стать частью Сириуса. Но после того, как начали там, отправьте мне этот отчет, дайте мне вот этот бланк, отправьте мне вот эту фотографию, мне стало не по себе, и я сказала, нет, я отказываюсь от участия. Поэтому давайте продумаем тот механизм, в общем, да, который бы на лайте позволял не как-то, грубо говоря, ну, не наседая, чтобы ребенок сам дошел до того, что либо не то чтобы руководитель, либо там ребенок, неважно, детско-взрослые команды дошли до того, чтобы видели, зачем им нужен Сириус. Потому что на данный момент сегодня это все как-то не очень хорошо собрано. Но мы-то не Сириус, да, мы региональный центр, да, это отдельная абсолютная тема, да, мы просто работаем по примеру Сириуса, это по модели, да, и мы не являемся Сириусом, но просто мы в этой экосистеме, да, и для нас мы сделали максимально простую интерактивную такую площадку для работы. И у нас, например, записаны дети, да, второклассники, третьеклассники, да, 4 класс. У нас много 3 класса, да, например, сейчас, которые участвуют в наших проектах. Это же мы целое лето, у нас 1000 детей прошли через это. И это все дети из районов, из Улуса, из далеких притом. Активность очень большая. Поэтому там просто записаться и просто войти, стать членом нашего сообщества. Так что предлагаю. Это супер. Да. Мы будем иметь, но важно то, чтобы вы в проекте, в других проектах тоже участвовали. Естественно, мы очень рады всегда участвовать, да, и Виктория, очень мы благодарны, что вы нас приглашаете, да, на такие мероприятия, потому что для нас очень важно, да, рассказать о том, что мы чем занимаемся, да, очень трудно. Без вас было бы очень трудно. Спасибо большое, Виктория. Пожалуйста. Так, кто еще хочет поделиться с видением какие-то? Если есть проблемы, надо их озвучивать. На самом деле, от того лучше озвучить, потом услышать, да, где есть затык и так далее, чтобы вместе все это учитывать в своей работе. Можно мне, да, коллеги? Да, чуть времени есть. Вот в самом начале говорили, как бы смысл вообще нетворкинга и цели, задачи, которые стоят. Я так понимаю, что у каждого из сегодняшних участников основная задача – это развитие людей. И вот мы работаем с разными категориями, в разных плоскостях. Где-то, я слышу, возможно, мы делаем одни и те же вещи, но с применением разных технологий. Да? Можно ли сделать такую сборку, например, как взять какую-то муниципальную территорию, в которой, в принципе, представлены все возрастные группы, представлен ряд направлений, там, да, образование, медицина и так далее, и посмотреть, насколько эта территория вообще осознанно управляет своим кадровым потенциалом, начиная там с детского сада, заканчивая взрослым поколением. И предложить им разные инструменты для того, чтобы они могли, соответственно, применить. Да? И вот, грубо говоря, у нас задача, чтобы у каждого человека было осознанное отношение к развитию собственного потенциала. И сделать эти инструменты доступными. Где-то они, правда, в виде конкурсных вещей проходят, где-то это может быть какие-то площадки, да, вот и модель села, о которой Иван говорил, да, собираться там и коллаборации в проектных командах, генерить какие-то новые вещи, новое видение. То есть я предлагаю рассмотреть такой образовательный проект, который можно было бы приземлить в какой-то отдельно взятой территории. Не обязательно муниципальный район, это может быть какое-то маленькое село компактное, но с главой, который с руководителем, с лидером, да, который верит в то, что, в принципе, у каждого, заинтересован в том, чтобы каждому жителю этой территории дать инструменты развития. Возможно, у них есть свои локальные еще решения. И они могут сказать, какие вещи, возможно, нам нужно сделать более адресными. У меня такое предложение. Отлично. Ольга Семеновна, вы прямо в точку. И мы как раз тоже про это, как нейтральная площадка, с прошлого года
пилотируем проект инициативу «Новая модель села» и делаем проработку в пилотном населенном пункте, где 800 жителей в Англарском районе, да, потому что начинали от того, что там глава дорос до того, что обратился к нам. Это и был единственный глава, который приехал и сказал: ребят, вы нам нужны, нам нужна интеллектуальная общественность для того, чтобы реально, потому что села так нельзя. И при этом люди там задумываются реально про то, что села могут вымыть, ну, скажем так, две пути развития у сел, в том числе, когда мы говорим про локально, не про одно село, а в целом про регионы, их много. И давайте те площадки, в которых вот зарождаются детища, точки кипения, да, сайды, это как раз тот проект, который является площадкой. И пилотным, где зарождаются сайды, мы там один год, 2 года работаем с местным населением, активно выезжаем к ним, знаем почти в лицо каждого, кто там сидит, и чем управляет и так далее. И мы, в свою очередь, как точка кипения, согласны предоставлять вам эту базу. Так, меня слышно? Да-да-да. И давайте все вместе думать, потому что у нас на сегодняшний момент реально вот есть все инструменты, руки в брюки, и давайте пробировать, смотреть маленькую сборку в течение года, каким образом все это зайдет. И велика вероятность того, что вообще не зайдет. И велика вероятность того, что на каком-то этапе может быть. И если вы знаете методологию работы команды Agile Scrum, тогда там надо прототип, маленькую прокрутку сделать, создать маленькое село, чтобы потом тиражировать его во все улусы, во все муниципалитеты и так далее. Кто за, я за. Если кто за, то просьба тоже высказаться. Будем иметь в виду. На самом-то деле, можно я тоже подключусь? Я вот к концу нашего разговора как раз вот размышляла в этом направлении, и Ольга Сергеевна как раз вот все оформила, то, как я размышляла и думала, в каком виде, в какой степени взять вот вот, и пришла к этой идее как раз-таки от того, как Виктория сделала примеры. Вот я, девочка Вика Крылова, пошла туда, значит, там в ДНК, пошла туда, значит, в ЦОПП и т.д., и везде она брала какие-то вот для нее нужные, важные компетенции, там всякие софты, и, в общем-то, нашла себя в этой жизни, значит, внесла в свой вклад в экономику, заняла свою нишу и т.д. и т.п. Вот. И на самом-то деле, если бы мы все-таки вышли на такой вот, как Ольга Сергеевна сказала, Семеновна сказала, межвед, как мы любим говорить, да, межотраслевой, межведомственный и так далее. Но вот такой вот совместный проект, командный, да, офис, вот, то это было бы очень интересно. Единственное, хотелось бы, чтобы там были представлены все уровни образования, подобный населенный пункт, вот, где начиная все уровни образования, потому что мы все-таки сегодня говорим о людях, но прежде всего мы подразумеваем все-таки наших детей и молодежь, тем, которым на перспективу дальше развивать наше общество, жить в этом обществе, определять содержание этого общества будущего. Вот. Поэтому я за. Супер, отлично. Мы уже думаем, то, что команда в ШИМе есть, ИРПО есть. Давайте думать, каким образом будем рабочие совещания делать, потому что онлайн сейчас помогает Lean-технология, это оптимизация процессов, и как раз по Lean-технологии сейчас Zoom позволяет сэкономить время, не выходя из дома, разговаривать на насущном, и если надо, будет собираться вместе где-то в офлайн-площадке. Это бережливое производство. Давайте, используя все те инструменты, которые есть сегодня на рынке, друг с другом общаться, друг с другом работать. Кто-то еще хочет сказать? Я хочу просто по времени, у нас час настал, 13:00, на этой позитивной ноте закончить нашу сегодня дискуссионную сессию. И руки в брюки, работаем дальше. Дамы и господа, всем спасибо.
Всего доброго. То, что сегодня... Спасибо. Ага, да, то, что пришли сегодня на нашу дискуссионную сессию. В 5:30 все заходим. Хорошо.